Сразу про планы Федерации баскетбола Республики Саха-Якутия на этот год. Баскетбол в Республике Саха-Якутия на самом деле не новый вид спорта. Здесь была и команда первой лиги России, Шахтер, вы наверняка помните. Много игроков, мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта играли и в Удачном, и в Мирном, и в Якутске, и в Нерюнгри. На сегодняшний день один из игроков якутского ДЮСШ является 8-кратным чемпионом России в составе ЦСКА, это Андрей Спиридонов. Мы в прошлом году зарегистрировали и прошли аттестацию в Российской Федерации баскетбола. И наша федерация с прошлого года приступила к такому плановому созданию системы развития баскетбола именно детского. Мы не ставим перед собой цели на спорт высоких достижений, на создание команды мастеров. Мы считаем необходимым обеспечить для ребят с Якутска, для ребят со всей республики возможность получить, скажем так, профессиональное, квалифицированное образование в сфере баскетбола. Это не значит, что ребята пойдут дальше заниматься профессиональным спортом. Многие из них хотят, уже сейчас мечтают стать врачом, физиком, строителем. Это правильное, нормальное направление. Но спорт, баскетбол, он всегда останется в душе каждого ребенка, и они будут неоднократно возвращаться на эту площадку, так же, как я возвращаюсь сюда, в это ДЮСШ, где когда-то сам был членом сборной республики детской. Перед федерацией стоят огромные задачи. Мы уже сделали огромный скачок. Например, если в прошлые годы на республиканские соревнования, которых мы провели в этом году два, юношеские, детские и среди взрослых команд, приезжало 6-7 команд, то в этом году на детском турнире республиканском было 26 команд. Вы представляете, какой толчок? Мы на сегодняшний день на соревнованиях среди мужчин по баскетболу собрали 17 команд по сравнению с 11 командами в прошлые годы. Есть и другие достижения. На базе сборной команды города Якутска, юношей, мы создали республиканскую команду, привлекли ребят из города Нерюнгри, из города Ленска. Вот сейчас они проходят учебно-тренировочные сборы для поездки в город Владивосток. И эта команда, пройдя одни сборы в Литве, в Трускиненкае, и одни сборы в городе Видном при подготовке к играм Дети Азии 2012 года, показала невероятный для нашего ДЮСШ, для якутского баскетбола результат. Они заняли второе место на зоне Сибири и Дальнего Востока и попали в полуфинал российских игр юношеских. Конечно, на полуфинале российских игр им пришлось трудно сражаться с такими командами, как ЦСКА, как Санкт-Петербург. Было непросто. Сейчас мы планируем и уже обсуждали этот вопрос с мэром города Якутска, с Николаем Сергеевичем, о создании в городе Якутске на базе из одних летних лагерей именно профилированного отделения спортивного по развитию баскетбола. Вот, к примеру, вывести 15 ребят за пределы республики на подготовку к профессиональному тренеру или привести тренера, как сейчас мы организовали сборы на базе ДЮСШ номер 1, это совершенно разные финансовые затраты. Более того, мы не можем всех детей с республики отправить в школы Саблониса, в школу Марчулениса или в центральные клубы для прохождения летнего спортивного отдыха. Здесь же мы, имея базовую площадку, сможем приглашать тренеров из ведущих школ мира. Сейчас эта система доступна, и стоимость контрактов достаточно приемлемая. Ну, задачи, которые федерация ставит перед собой на ближайшее время, это, естественно, участие ребят в соревнованиях в городе во Владивостоке, победа по возможности, уже не второе место, а первое. Естественно, организация летних сборов. Мы договорились с министром спорта и с Министерством образования о создании единой программы
на 2014 учебный год. Не на календарный, а именно на учебный. И в ближайшее время планируем сделать свод и мероприятий, свод региональных турниров по республике и в последующем единого республиканского турнира. Ну и, естественно, свод семинаров, в чем Российская Федерация баскетбола нам очень помогает. Базовый класс для тренеров именно из районов, из наследников, так как продвигать само развитие детского спорта на местах, конечно же, это миссия учителей физкультуры, миссия тренеров на территориях тех районов, где этот спорт развивается. Ну вот, в общем и целом, такие задачи мы ставим перед Федерацией баскетбола на текущий и на 2014 год. Мариус, здравствуйте. Что вы здесь делаете, откуда приехали, расскажите. Я приехал из Литвы, здесь работаю с этими ребятами, 98-го года рождения. Мы готовимся вместе, конечно, с местными тренерами, мы готовимся к важным играм. Как давно вы приехали сюда, в Якутск? Я здесь уже, сейчас кончается уже 3-я неделя, по-моему, сейчас будет 4-й, почти месяц. Как Якутск вообще? Ну, мне нравится. Я первый раз так далеко от дома, но, в принципе, все хорошо. Как ребята вообще тренируются? Нормальные есть? Способные. Самое главное, что у них в глазах то, что надо, знаешь, они смотрят, они хотят. Ну, мне очень приятно здесь работать, потому что, во-первых, они хотят играть в баскетбол, они стараются, и сразу видно результат. Я Мариус Кельтинавичус, специально для передачи «Мой спорт».